Дорогие коллеги, я хотел бы поблагодарить организаторов этой встречи за возможность представить наши результаты лечения пациентов с ОМЛ. Это одно из наших новых исследований. Вы, наверное, знаете, что все сидящие в зале знают об этом, что результаты лечения ОМЛ являются неудовлетворительными для всех нас. И начиная с 2006 года до 2012 года мы работали по протоколу в рамках многоцентрового исследования, в котором принимали участие 8 клиник. И я хотел бы поблагодарить всех участников данного исследования. Мы проводили стратификацию по рискам на основании цитогенетики и морфологии, поскольку в некоторых клиниках цитогенетическое тестирование было невозможным. Стандартный риск. Это похож на BFM 80, однако консолидация была короче. Это лишь была ее первая фаза, без преднизона и винкристина, а поддерживающая терапия проводилась с помощью эпигенетической терапии. Это вальпроевая и ретиновая кислота. И давались 4 курса химиотерапии плюс вальпроевая и ретиноид кислота. И группа высокого риска получила тоже 4 курса химиотерапии, а некоторые пациенты, 2 пациента, получили аллогенную трансплантацию стволовых клеток. Было 80% высокого и промежуточного риска, и только 2 пациента получили аллогенную трансплантацию костного мозга. 21% вышли в полную ремиссию после индукции, а 7% не ответили на терапию. 1 пациент погиб на стадии индукции. Безрецидивная выживаемость составила 54%, бессобытийная 50%. Что касается группы стандартного риска, то безрецидивная 55%, 52% и 17%. Может быть, результаты были неплохими, но мы не были удовлетворены, и мы решили разработать новый протокол в 2012 году. Мы добавили новый эпигенетический препарат гемцитабин и решили применять другую схему. Для группы стандартного риска химиотерапия 4 курса, для группы промежуточного и высокого риска 5 курсов химиотерапии предусматривалось. 5 пациентов получили гемцитабин, 2 пациентам выполнена пересадка костного мозга. Эти пациенты до сих пор живы, и у них нет прогрессирования заболевания. А 1 пациент тоже жив, ему не выполнялась трансплантация костного мозга. 2 пациент погиб, умер на 2-й линии химиотерапии. И еще 1 пациент погиб на стадии индукции. На 6-й день после окончания гемцитабин показатель бластных клеток в костном мозге упал с 42% до 15%. Но у этого пациента была моносомия 7, и у него лейкоз образовался из миелодиспластического синдрома.
была у нас девочка 5-летняя, которая пришла к нам в клинику, и мы острый миелолейкоз поставили. У нее состава ШЛДР и CD34. Мы выполнили цитогенетические тесты и нашли транслокацию 8-17 на 15 дней. Мы не получили ответа, и бластов было в костном мозге 74%. Ее состояние было неудовлетворительным, тяжелая инфекция. И мы не могли повредить девочке, и мы начали ей давать децитабин в дозе 20 мг на квадратный метр на 16-20 день. На 21 день, то есть на следующий день по окончании терапии децитабина, мы исследовали костный мозг и увидели там только 5% бластных клеток. Эта пациентка получила 4 дополнительных курса химиотерапии, и она прожила далее 32 месяца без прогрессирования, и ей не выполнена трансплантация костного мозга. И тогда мы решили децитабин давать на 16-й день. И у нас есть сейчас 16 пациентов. 15 из них принадлежат группе высокого и промежуточного риска. Все эти пациенты вышли в полную ремиссию. И нет уже у нас летальных исходов на стадии индукции. И безрецидивная выживаемость похожа на бессобытийную выживаемость, и общая выживаемость на уровне 67%. Средняя длительность наблюдения — это 22 месяца, наверное. Мы решили, что деметилирующую терапию необходимо применять после индукции, во время аплазии костного мозга. И эпигенетическая терапия позволит уменьшить объем химиотерапии в будущем. Может быть, 4 курсов будет достаточно, но нужно провести исследование для ответа на этот вопрос. И, может быть, такое исследование будет открыто через несколько лет. Эпигенетическая терапия не увеличивает токсичность химиотерапии. Спасибо вам за внимание.